Уважаемые телезрители, все мы с вами в какой-то мере являемся покупателями, поэтому я обращаюсь к вам сейчас именно в такой форме. Уважаемые покупатели, с 20 числа все мы с вами стали обладателями потребительских карточек. В связи с этим возникла масса вопросов. В одной из передач мы говорили, какие товары будут реализовываться по этим карточкам. И вот сейчас за разъяснением по этой проблеме мы зашли в торговый отдел горисполкома и беседуем с Мирошниченко Людмилой Владимировной. Людмила Владимировна, значит, куча вопросов приходит к нам с такого плана. Что, где, когда? Что будет продаваться, где и когда? Самое главное. Ну, в прошлом интервью практически я говорила, что, значит, какой товар будет реализовываться, с какого времени примерно мы так объявляли, что с 20 января к этому времени карточки уже почти были практически выданы по всем предприятиям. Часть карточек выдается еще и сегодня. С 1 февраля будут карточки выдаваться домохозяйкам. А где и когда, в каком плане, где и как... Ну, магазины, желательно время, когда там будет что-то продаваться. Сегодня, и с прошлой недели завозится интенсивно товар во все магазины, в которых установлен вот этот перечень, который разработан, он практически по удельному весу сейчас развозится по всем магазинам, то есть по тому ассортиментному утвержденному перечню, по какому торгует магазин, категория магазина. Например, детские товары – это 4 и 32 магазин, товары для дома – это магазин 18, если это швейные изделия, это магазин 65-й. Если это там трикотажные изделия, это 40-й магазин. Вот в таком плане эти товары, значит, полностью будут поставляться в магазины. И еще вопрос. Вот на потребительской карточке там написано 56 рублей. Это значит, что наш покупатель может прийти в магазин и на 56 рублей купить себе что-то. В связи с этим очень много вопросов. Можно ли суммировать карточки, то есть муж, жена, там, ребенок? Да, в связи с тем, что мы ассортимент, как чувствуете, обговорили тот, что может быть стоимость его выше 56 рублей. Понятно, что придется, значит, у кого в семьи попадает 3-4 карточки, что суммировать можно. Для приобретения более дорогого товара, который больше будет 56 рублей, это если костюм женский или мужской, или это, значит, обувь дороже 56 рублей, или это, значит, покрывало одеяло дороже 56 рублей, можно суммировать эту карточку. Независимо там детский ассортимент, или женский ассортимент, или мужской ассортимент. На детский ассортимент дается тоже абсолютно такой же товар, что и на мужской и женский, потому что многие семьи, может быть, сейчас как-то будут из своих вещей перешивать детям и как-то детей поддерживать вот именно в том ассортименте одежды, которую они сами как-то, значит, дома выполнят. А уже, наверное, на детский ассортимент приобретут что-то другое, или старшим детям более дорогое что-то приобретут. Все это можно, предусмотрено. Минимальная цена отрывного талона – рубль. А вот возьмем такой вариант, допустим, человек покупает товар, который стоит меньше рубля. Ну, допустим, носки стоят они 60 копеек, так будем говорить. Что делать с этими оставшимися 40 копейками? Мы, как и обычно, в балансовых отчетах делаем. До 50 копеек, я уже давала интервью в газету и по радио объявляла, что до 50 копеек, значит, рубль этот не отрезается у покупателя ни с одной карточки. Например, приведу пример, 12,50. То, значит, отрезают 12 рублей, а покупочку отдают на 12,50. Если эта покупка будет стоить 12,65, то уже отрежут стоимость не 12 рублей, а 13 рублей. До 50, значит, не отрезается рубль, свыше 50 отрезается рубль. Все понятно. И последний вопрос. Что делать с карточками, которые человек по каким-либо причинам не смог отоварить вот за первый, допустим, квартал? В том интервью как раз так мы немножко коснулись этого вопроса. И я рекомендовала покупателям именно отоварить в первом квартале. И те неотоваренные, имитированные рубли, которые останутся по первому кварталу, они пропадут у покупателей. Поэтому я предлагаю всем жителям Нерюнгри обязательно отоварить в первом квартале 56 рублей каждой лимитной карточки. Ваше личное мнение, как долго просуществуют эти карточки в нашем городе? На сегодня трудно сказать, как будет складываться обстановка, потому что все знают, и все, наверное, пользуются такими же сведениями из прессы, как и я. Вот по телевидению вчера товарищ Силаев выступал, сказал, что на сегодня в связи с сложившимися обстоятельствами и ситуацией в прибалтийских республиках, контракты, даже те, которые заключены, и те не хотят уже поставку производить, не говоря о тех контрактах,
которые наработаны, уже подготовлены к подписи и не заключают теперь с нами по поводу этого. Поэтому сегодня сказать, что этот импорт будет поступать на второй, третий квартал, я не могу. Давайте ждать время все вместе и посмотрим, как ситуация сложится вот на следующий месяц. Спасибо вам за информацию. Удачи в торговле.